Этот фильм очень, мне кажется, глубоко психологические вопросы затронул. Вопросы того, в принципе, как легко вот сделать шаг вправо или влево, да, и как вот этот шаг, который неверно иногда совершается, как он в последующем может оказать влияние на судьбу. По-разному можно поступать. Можно катиться по наклонной, да, а можно каким-то образом уцепиться за что-то в этой жизни, чтобы не упасть окончательно в пропасть, да, в бездну. И чтобы каким-то образом, ну даже вот это творчество, театр, да, ну помогает человеку выжить в этих условиях. А они видели камеру, то, что сзади вас стояло? Конечно, видели. Но вы знаете, когда они разговаривают, видно, что они не на камеру говорят. Чтобы человек так раскрывался, это должен быть диалог. И ты тоже должен раскрыть свои болевые точки, чтобы добиться определенной степени откровенности и такого определенного тона общения. Мне кажется, что у нас довольно мало говорят вообще о социальной сфере, о реабилитации, социализации заключенных. Я вообще не припомню, чтобы у нас говорили в художественном формате, поэтому это, как мне кажется, важное, ценное такое художественное высказывание, поэтому так радостно, что был полный зал, радостно, что люди реагируют, что задавали вопросы, значит, эта тема болит, что, имея в стране столько заключенных, это неудивительно. И важно, что люди откликаются. Мы спрашивали вот какие-то такие вещи. Кто-то отвечал да, кто-то отвечал нет, кто-то потом передумывал и говорил да, я хочу, давайте попробуем. То есть это все должно и было очень идти добровольно. Затронута такая тема, которая, ну, собственно говоря, не часто вообще как-то вот у нас в Беларуси. Очень действительно для молодежи там получается много, но я посмотрела статьи за наркотики. И это тоже очень актуально в нашей стране, потому что у нас они запрещены, и срока большие, а все равно дети, и там ломает психику, потом все. Второго шанса достойны каждый человек. Это все равно люди. Они все равно все вернутся. Они все равно все окажутся рядом с нами. И хотелось показать, чтобы, может быть, не стоит накладывать какие-то штампы однозначные, а все-таки давать людям возможность. Эта тема, мне кажется, вот как дальше людям, которые, ну, оступились, как им вот помочь, ну, реализовать себя, ну, вернуться в нормальную жизнь, не повторить вот это, не оступиться снова. Мне кажется, вот это самая главная тема, вот, которая затронута здесь. Человек выходит, и дальше будь с ним что будет. Государство не занимается этим, как и много чем еще, или занимается в недостаточной ступени, я не знаю, сложно сказать. Но, как фильм показывает, с этим есть, конечно, огромное. Как проект пишет, есть реабилитация для бывших заключенных, но это все сводится к церкви. Оно все сводится к основному к церкви. Потому что так глобально, почему-то государство, опять же, очень трудно устроиться на работу потом. Вообще и люди, когда подолгу еще сидят, им очень сложно в социуме. Вообще о женщин и о мужчинах, которые оступились, оказались вот действительно вот, в такой ситуации. Да, это люди, которые впервые поступили, ну, первый раз осуждены, а те, которые поступают многократно, да, то есть они, наверное, и поступают, потому что не получили вот этой поддержки в социуме.